У кого стекла сломаны, у кого двери бабкам, и делай. Бродячих собак ездили солдаты на машине, офицер там и 2-3 солдата, и ловят, говорят, где собака, а мы им показываем. Они петлей ловят, колбасу кидают, петлей ловят, и все, 3 рубля дают за собаку. 3 рубля это тогда деньги были. Они целую машину загружают и увозят. Они возили сюда за шаг на испытательное поле. У казахов есть такая поговорка: адам үш күннен кейін де көрге үйренеді деп. Я шла на работу, вокруг снег такой, и вот человек есть по пояс видать, а ног этого человека не видно было. Странно. Наклоняешься, снизу видно ног, а головы нету. И вот какая-то туманность, плотная туманность голубого цвета. При коммунизме как было? Лечение, учеба бесплатно было. Сейчас у кого деньги есть, тот учится, у кого деньги есть, тот лечится, у кого денег нет, тот помирает. На полигоне проработал с 77 по 81 год. Я был маленьким винтиком этого полигона, маленьким человеком. Чтобы туда попасть, надо было пройти, проверку в Москве. Онкологический диспансер областной нам предоставил сведения. Нашему противобруцеллезному диспансеру номер 4 Минздрава СССР. Список и адреса людей, которые стоят у них на учете, которые переболели раком кожи, были свидетелями наземных и воздушных ядерных испытаний. Мне надо было задать им по специальному опроснику несколько таких невинных общих вопросов каждому. Вот меня уверяли, что они все живые. Знаете, это страшно. Это командировка в смерть. Приезжаешь на похороны. Или приезжаешь к умирающим людям. Заходишь, тебя приглашают к столу, поговоришь, вот медики к нам приехали. Как только назовешь имя того, кто тебе нужен, вот кто-то из пожилых людей начинает плакать. А где она? Что с ней? Она там. И показывают на землю. Вообще, конечно, вспоминать об этом. Дали мне акушерку. Мы с ней смотрим эти истории болезней, амбулаторные карты этих людей. И вдруг она как закричит: когда кончатся эти взрывы? У нас у женщин выкидыши, у нас парни вешаются. Ковался ядерный щит Родины. Малым злом было отодвинуто зло большое, что у нас не началась Третья мировая война.
Это сейчас признается всеми, и политиками, и учеными, в том числе и учеными-ядерщиками. Это было каким-то образом передний край холодной войны. Войны невидимой, войны незримой, войны тайной, но которая не прекращалась. Мне довелось работать с собаками. Собак набрали бродячих, отловили, их было много в окрестностях самого Курчатова, и по степи бегало вокруг городка. Набили этими собаками полный кузов и отвезли, значит, на место испытания. Привязали к бетонным столбикам, так называемым рэперам, которые находились на разном расстоянии от взрыва. Они там, бедные, ждали своей участи. Пришло время Че, земля содрогнулась, собаки первыми получили свою дозу облучения. Вот я с этими собаками и работал. Вместе со своим коллегом Николаем Бухтияровым несколько раз в день замеряли специальными приборами в разных частях тела уровень радиации у этих собачек. Записывали результаты, потом это все как-то суммировалось, вычерчивались какие-то графики, и для чего-то это куда-то уходило. Куда, я не знаю. Ну, тогда не было компьютеров, скажем так. Все это делалось почти вручную. Все эти данные поступали некоему полковнику, насколько я помню, по имени Юрий. Он писал докторскую диссертацию. Написал ли он ее или нет, я не знаю. Одно из сердец советской науки, практическое сердце, их было несколько таких. Вот, это был Арзамас, сколько-то 15, по-моему, это Красноярск тоже с каким-то номером был. Кстати, наш полигон, он вначале назывался Москва-400. Это был не один эксперимент, это множество экспериментов. Игра интеллекта, это могучий интеллект, каким являлся наш полигон. И оттуда люди приезжали из всяких разных НИИ, закрытых, полузакрытых, открытых, в которых были закрытые темы. Писались какие-то диссертации. У полигона было больше 20 программ. Одна из них ядерная. А чем там еще занимались еще, я не знаю. Сколько было таких экспедиций на других площадках, чем занимались на других площадках. Там ведь и «Пятерка» была, и «Ша» с опытным полем, и «Асгер» было место, теперь «МБ-5». Там были законсервированные площадки, например, где там взрывы проводились когда-то, потом приостановили, например, тот же Балапан или Дигеле. Он работал где-то, этот атом, и в мирных целях. Например, там разрабатывался способ, как гасить подземные нефтяные пожары путем направленных взрывов сверхмощных. Этим сейчас пользуются нефтеносные страны Арабского Востока. Для них эта тема очень актуальна. Ну вот, разрабатывалась она здесь на полигоне. И перед каждым очень серьезным испытанием с нами особисты индивидуально разговаривали. Ну вот по поводу секретности инструктаж был, а вот по поводу техники безопасности, извините, не было. Что говорить, у меня вторая группа. И гипертония. Мы узнавали, я узнавал о чем-то таком, о чем мне знать было не положено. Ну, сейчас много уже рассекречено, что-то я вам уже сейчас рассказал об этом. Хотя я давал подписку там на 50 лет или вообще об этом не говорить. Тем более нет той страны, которой я эту подписку давал.